Уважаемые телезрители, коллеги, друзья, добрый день. С вами в студии Бируля Олег, тендерный эксперт в сфере государственных торгов. Мы продолжаем цикл передач, посвященных государственным закупкам. И, как я обещал, у нас каждая передача будет посвящена какой-то определенной теме. Именно в этой передаче я собрал все вопросы, касающиеся определенной темы. Это выполнение контракта. И тут же мы рассмотрим несколько вопросов, касающихся расторжения контракта. Итак, друзья, приступим к вопросам. В рамках подготовки заявки на участие в электронном аукционе указали неправильные характеристики на поставляемый товар. Иначе наш товар бы просто не соответствовал документации. Тендер мы выиграли, и теперь после поставки заказчик обнаружил несоответствие и собирается расторгать контракт. Правомерны ли его действия? Уважаемый телезритель, его действия действительно правомерны. Есть много причин, по которым заказчик пытается в своей заявке указать неправильные сведения. Ну, допустим, он хочет очень, чтобы его товар соответствовал документации. Или, допустим, бывают такие ситуации, когда заказчик явно указывает определенные критерии, которых просто не существует в природе, и поставщики пытаются подогнать характеристики под эти требования. Бывает просто банальная ошибка, но при этом конец всегда будет одинаковый. Соответственно, при поставке товара ваш товар будет проверен, и если он будет не соответствовать документации, то теперь заказчик обязан расторгнуть с вами контракт. Это прописано в 365 ФЗ, который вступил в силу от 3 июля 2016 года. Поэтому именно в ваших интересах теперь обязательно указывать в своей заявке именно правдивые характеристики товара, которые вы будете ставить в рамках выполнения контракта. В своей конкурсной заявке мы указали цену товара с учетом сезонного подорожания, в связи с чем цена оказалась выше максимальной, предусмотренной документацией. Есть ли смысл подавать заявку? Дело в том, что такая высокая цена будет у всех. Уважаемый телезритель, я прекрасно понимаю ситуацию. То есть в соответствии с сезоном товар подорожал, и теперь он, соответственно, стоит намного выше, чем требует заказчик. И казалось бы, что несмотря на то, что такая цена будет у всех, все равно вам не стоит подавать такую заявку, потому что она просто не соответствует документации. В документации, в извещении везде прописана начальная максимальная цена контракта. Это есть требование документации. И указывая в своей заявке цену выше максимальной цены, которая указывается в документации, вы предлагаете заявку, не соответствующую требованиям заказчика. И такая заявка однозначно будет отклонена. Поэтому цена должна быть либо равна начально-максимальной цене контракта, либо ниже. Мы выиграли тендер и по контракту поставили товар. Часть товара была ненадлежащего качества. Заказчик потребовал его заменить. Мы его заменили, и он полностью соответствует требованиям. Помимо этого, мы не сорвали срок поставки и все заменили вовремя. Теперь заказчик хочет наложить на нас штраф за ненадлежащее исполнение контракта и заплатить нам за вычетом этого штрафа. Может ли он так делать? Ну, давайте попытаемся разобраться в ситуации. У нас есть постановление 1063, которое гласит о том, что действительно за ненадлежащее исполнение контракта на поставщика может быть наложен штраф. Но теперь конкретно в этой ситуации вы поставили товар ненадлежащего качества, но при этом вы его заменили и уложились в срок, который был прописан в контракте. Значит, вы не нарушили существенные условия контракта, а именно срок поставки. И поэтому заказчик не имеет права, соответственно, наложить на вас штраф. Вот если бы вы заменили контракт на надлежащий, но не уложились бы, соответственно, в срок, тогда вы ненадлежаще исполнили контракт. Тогда действительно на вас можно накладывать штраф. Но если вы уложились в срок, значит вы надлежаще исполнили контракт, несмотря на то, что изначально вы поставили товар ненадлежащего качества. Поэтому заказчик не имеет права накладывать на вас штраф. Поэтому, уважаемый телезритель, если заказчик наложит на вас штраф, я рекомендую вам обратиться в суд, и суд однозначно будет на вашей стороне. Мы заняли в электронном аукционе второе место. Победитель уклонился от заключения контракта, и заказчик предложил нам, как второму месту, заключить контракт. К этому моменту товар
являющийся предметом контракта, перестал быть доступным к заказу, и мы решили отказаться от контракта. Но заказчик нас пугает реестром недобросовестных поставщиков. Может ли заказчик подать сведения в реестр на основании нашего отказа от заключения контракта? Уважаемый телезритель, есть четкая позиция Министерства экономического развития и Федеральной антимонопольной службы о том, что в реестр недобросовестных поставщиков попадает информация о победителе, то есть о компании, занявшей первое место, отказавшейся от заключения контракта. То есть, если первое место отказался от заключения контракта, тогда сведения о нем попадают в реестр недобросовестных поставщиков. В вашем случае, так как это проходит электронный аукцион, вы, как участник второе место, не обязаны, а вправе заключить, соответственно, контракт. То есть, если у вас товар доступен, если все хорошо, если вы в состоянии выполнить контракт, вы вправе заключить этот контракт. Заказчик не имеет права вам навязывать это заключение, и он ни в коем случае не внесет вас в реестр недобросовестных поставщиков, так как это будет неправомерно. Поэтому, уважаемый телезритель, не беспокойтесь, смотрите, насколько выгоден вам этот контракт и решайте, заключать вам его или нет. Как участнику запроса котировок, занявшему второе место, нам предложил заказчик подписать государственный контракт, так как первое место отказалось от заключения. Но второе место не обязано заключать контракт. Тем не менее, заказчик настаивает и грозит реестром недобросовестных поставщиков. Правомерны ли его действия? Вот тут, друзья, на первый взгляд кажется, что этот вопрос чем-то похож на предыдущий. Но не совсем все так. В первом случае у нас был электронный аукцион. И что нам говорит 44-й федеральный закон? Что второе место, то есть участник, занявший второе место в электронном аукционе, в открытом конкурсе, в запросе предложений, вправе, а не обязан заключить контракт. А вот при проведении запроса котировок, это совсем другая процедура, второе место обязано заключить контракт. Поэтому, уважаемый телезритель, вы в данном случае не правы. То есть второе место участник, занявший второе место, в случае проведения запроса котировок обязан заключить контракт. Соответственно, вы его обязаны заключить. И если вы его не заключите, то тогда вы действительно попадете в реестр недобросовестных поставщиков. Вот, соответственно, каждый раз участнику нужно смотреть, в какой процедуре он участвует, и уже исходя из этого принимать решение. Вот именно в этом случае второму месту контракт заключать придется. Итак, друзья, у нас с вами последний вопрос. Первое место уклонилось от заключения контракта, и нам предложено, как второму месту, подписать контракт. Но при этом с момента подведения итогов прошел почти месяц, а в контракте исполнение указано не позднее определенного срока. Мы в оставшееся время просто не успеем выполнить контракт. Можем ли мы предложить заказчику изменить срок исполнения контракта или придется отказываться? Уважаемый телезритель, к сожалению, вы не можете изменить существенные условия контракта. Вот, соответственно, есть определенные условия, которые являются существенным. Это у нас предусмотрено гражданским законодательством. Так вот, срок исполнения контракта – это существенное условие. Поэтому либо вы беретесь за этот контракт и укладываетесь в сроки. Хотя, конечно же, я понимаю, первое место потратило время, приняло решение о том, что оно не будет заключать этот контракт. И при этом, соответственно, срок исполнения остался тот же, и вам осталось меньше времени на исполнение. Все это, конечно, понятно. Но при этом именно законодательно заказчик не может изменить существенные условия контракта. Поэтому вы просто должны для себя внутри компании решить. Если вы в оставшееся время сможете исполнить контракт, тогда вы беретесь за него, подписываете и исполняете его в срок. Либо не беретесь. Если вы подпишете этот контракт и будете его выполнять и, допустим, не успеете, то на вас будет наложена пеня. И даже если вы будете заказчику потом объяснять, ну я же согласился, я же мог как второе место отказаться, это все будет бесполезно. То есть вы как второе место соглашаетесь на те условия, которые у вас предложены контрактом. Соответственно, больше тут вариантов никаких нет. На сегодня у нас все. Мы рассмотрели все вопросы, касающиеся исполнения контракта, расторжения контракта. Друзья,
Что я хочу посоветовать потенциальным участникам государственных торгов? Первое. Конечно же, изучайте законы. Их два. 44-й федеральный закон, 223-й федеральный закон. Второе. Смотрите мои передачи, потому что здесь я буду рассматривать такие интересные моменты, которые вам позволят более эффективно потом участвовать в государственных торгах. И третье, следите за разъяснения наших регуляторов, Министерства экономического развития и Федеральной антимонопольной службы. Они точно так же выпускают документы, которые объясняют, как надо себя вести в тех или иных ситуациях, которые могут возникнуть в государственных торгах. Итак, спасибо за внимание. С вами был Бируля Олег.